Баршаңызға сәлем. Добро пожаловать на канал. Русский язык 3 класс, урок номер 47, знаменитый педагог. Ты сможешь понимать и описывать события героев аудиовизуального материала. Высказывать оценочные суждения о прослушанном материале. Используя выражение «я предполагаю, мне кажется». Запишем в тетради. Тәптелімізге жазып аламыз казахский просветитель. Упражнение 1. Прочитай текст, определи его. Основную мысль. Укажи тип текста. Бірінші тапсырмада мәтінді оқып, негізгі ойды анықтаймыз. Мәтіннің түрін ата. Основная мысль. Ибрай Алтынсарин внес огромный вклад в образование. Он открывал первые народные школы и библиотеки, писал учебники и переводил книги, чтобы дети могли учиться. Тип текста – повествование. Просветитель, ағартушы. Упражнение 2. Выпиши из прочитанного текста 2 столбика слова действия, которые отвечают на вопрос «что делал», «что сделал». Екінші тапсырмада мәтіндегі екіге бөлінген етістіктерді тауып жазамыз. Что делал, что сделал. Что делал? Открывал. Что сделал? Написал. Что делал? Создавал, работал. Что сделал? Написал, подготовил, перевел. Упражнение 3. Послушай рассказы Ибрай Алтынсарина. Полкан. Ответь на вопросы. Үшінші тапсырмада Ибрай Алтынсариннің әңгімесін оқып, Полкан. Сұрақтарға жауап береміз. Как Полкан переносил действие маленькой собачки? Полкан не сердился и спокойно переносил ее укусы за лапой. Почему Полкан, по словам учителя, добрее мальчика? Учитель сказал, что Полкан добрее, потому что он, хоть и собака, не обижает слабых. В то время как мальчик ждал, что Полкан накажет маленькую собачку. Нравится ли тебе Полкан? Почему? Да, мне нравится Полкан, он проявляет терпение и благородство. Чему учит нас рассказ? Рассказ учит доброте, великодушию и тому, что сильный человек должен защищать или просто не трогать слабых. Упражнение 4. Заполни таблицу словами действиями. Төртінші тапсырмада кестені толтырамыз. Мәтіннен етістіктерді тауып жазамыз. Что делала маленькая собачка? Подбежала, начала лаять, прыгать, кусать за лапой. Что делал Полкан? Не сердился, спокойно переносил, не трогал, проявил доброту. Упражнение 5. Прочитай казахскую пословицу. Опиши на русском языке ситуацию, в которой ее можно использовать. Бесінші тапсырмада мақал-мәтелді оқимыз. Берілген мақал-мәтел қай уақытта қолданылады? Орысша сипаттап бер. Жақсылық қылсаң, жасыр жақсылық. Көрсең, асыр. Эту пословицу можно использовать, когда человек хвастается своими добрыми делами. Она учит нас быть скромными. Помогать другим нужно от чистого сердца, не ожидая похвалы. Упражнение 7. Запиши пословицы, объясни их смысл. Сформулируй вопросы к словам действиям. Жетінші тапсырмада мақал-мәтелді жазып аламыз. Мағынасын түсіндір. Етістіктерге сұрақ құрастырыңыз. От теплого слова и лед тает. Что делает тает? Доброе дело и в воде не тонет. Что делает не тонет? Худо тому, кто добра не делает никому. И собака помнит, кто ее кормит. Что делает, помнит, кормит. Доброе слово дом построит, а злое слово дом разрушит. Что делает, построит, разрушит. О теплом слове доброта может растопить даже самое холодное и сердитое сердце. О добром деле хорошие поступки никогда не забываются и всегда приносят плоды. О собаке даже животное чувствует заботу и платит за нее преданностью. Упражнение 8. Четвертый лишний. Какое слово лишнее? Почему? 8-ші тапсырмада 4-ші артық. Қатардағы қай сөз артық? Неліктен? Түсіндір. Лишнее слово зима. Почему? Школа, библиотека и учебник относятся к теме учебы и образования. Зима – это времена года. Рассказ, басня, работать, аул. Лишнее – работать. Рассказ, басня, аул – это имена существительные. Отвечает на вопрос кто, что. Работать – это глагол. Открыть, написать, добрый, перевести.
Лишнее слово «добрый». Почему открыть, написать, перевести — это слова действия. Добрый — это признак предмета. На этом все, урок окончен. Сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Көріскенше сау болыңыздар. До свидания всем.